Алданский межулустный дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ленинске работает с 2010 года. Сейчас здесь проживает 55 человек в возрасте от 34 до 96 лет. Сейчас мы к ним заглянем в гости. В Алданском доме-интернате места практически никогда не пустуют, потому что востребованность в учреждении высокая. Здесь проживают не только жители Алданского района, но есть и постояльцы из Хандыги, Алекминска и Якутска. С каждым сотрудники тесно работают и стараются найти индивидуальный подход. Все люди разные абсолютно, каждому нужен свой подход. Для этого мы, грубо говоря, выжидаем 2-3-4 месяца, чтобы человек мог и морально, и духовно как-то установиться уже здесь. Понимаем, какие нужны ему, чтобы он в принципе мог делать, что он любит делать, как он жил раньше. То есть проводится сначала на таком уровне. Сколько тебе лет, скажи? Мне 84 год. Ну, а мы с тобой договорились, когда будем гулять в ресторане? На 100. Правильно? Правильно. Вот. Общение, поддержка, забота о каждом. Работники уделяют всем внимание и создают необходимые условия. В некоторых комнатах все как обычно. Пустые стены, приглушенные тона. Но при входе в комнату Клавдии Ивановны ощущается та самая домашняя атмосфера. На стенах картины, иконы и благодарственные письма. На подоконнике живые цветы, за которыми она сама и ухаживает. Сейчас ей 87 лет. Рассказывает, что всю жизнь проработала продавцом. Из семьи никого не осталось, поэтому теперь живет здесь. Здесь очень хорошо и чисто, уютно. Смотрят. Вчера концерт был очень хороший. 9 мая я же плакала. Также в доме-интернате проживает семья. У них своя отдельная комната, которую они обустроили своими силами. В 2019 году поступила сюда. Установила я комнату это полностью. Ремонтом этими занимался сам еще со своей женой. Все понакупали, вот это все. Но несмотря на старания самих постояльцев, зданию срочно требуется косметический ремонт. Ремонт надо обязательно. Вы смотрите, я даже испугалась, когда слетела штукатурка ночью. Думаю, что за грохот. Не война ли к нам пришла? Нет, смотри, штукатурка. В прошлом году Министерство труда и социального развития выделило субсидию на 5 миллионов рублей. На эту сумму был проведен ремонт комнат и фойе первого этажа, помещения пищеблока и процедурного кабинета. Но без косметического ремонта остался второй этаж, места общего пользования и лестничные марши. По словам директора учреждения Татьяны Козиной, в этом году они также подали заявку на продолжение ремонта и ждут положительного ответа. Светлана Амосова, Сергей Шипачев, поселок Ленинский, Алданский район.